Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. По данным Управления Роспотребнадзора по республике выявлено 92 новых случая коронавирусной инфекции на территории республики в целом. При этом в городе Якутске выявлено 57 случаев, по 4 случая выявлено в Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском и Вилюйском районах, по 3 случая в Алданском, Ангинском, Татинском, Усть-Алданском, Чурапчинском и Вено-Бытантайском. В Напском и Сунтарском улусах выявлено по 2 случая, 1 случай выявлен в Кангаласских улусах. А остальные в улусах на настоящий момент за последние сутки новых случаев не выявлено. Тем не менее, в большинстве из улусов районов республики Саха-Якутия, куда на настоящий момент переместился основной вектор новой коронавирусной инфекции, есть граждане, которые находятся как на больничных стационарных койках, так и на амбулаторном лечении. Особое внимание бы сегодня я хотела обратить внимание на осложнение ситуации в Вено-Бытантайском улусе. Несмотря на то, что в районе практически в этом полностью порядка 65% провакцинировано население, проживающего на территории районов, тем не менее со стороны непосредственно одного из предприятий соответственно, района было допущено невакцинирование и, соответственно, сегодня возникшая группа заболевших, в связи с чем сегодня в Вено-Бытантайском районе будет производиться ряд мер оперативным решением штаба. Вчера было принято решение об ограничении ряда действий на территории района, именно действий со стороны граждан и, соответственно, со стороны организаций. За сутки лабораториями в республике проведено 917 исследований на новую коронавирусную инфекцию с прошлой недели. С учетом ухудшения ситуации в целом по Российской Федерации, Республики Саха-Якутия, Управление Роспотребнадзора, учреждения здравоохранения работают круглосуточно, так же, как и круглосуточная линия Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. За весь период с начала пандемии в республике обработано 1 168 000 тестов. В республике продолжаются темпы по вакцинации против коронавирусной инфекции. Всего в республику поступило 211 409 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Первую дозу вакцины получило 191 737 человек. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, действительно сегодня вакцинация является единственным способом для того, чтобы предотвратить распространение, достаточно быстрое распространение инфекции, для того, чтобы для кого-то облегчить и в том числе тяжелое течение заболеваний. На койках наших стационаров республики продолжает в усиленном порядке работать в режиме повышенной готовности как санитарная авиация, которая привозит тяжелых больных с районов республики, так и, соответственно, реанимационные койки. На настоящий момент сегодня достаточно большое количество лежит на реанимационных койках в нашей республике. И, соответственно, все мы прекрасно понимаем, что единственным способом для того, чтобы снизить эту нагрузку, для того, чтобы как можно больше было у нас сохраненных жизней, является вакцинирование как таковое. Я напоминаю, что 19 мая 2021 года Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия были установлены сроки проведения вакцинации на территории республики относительно неограниченного количества предприятий, действующих на территории, среди которых определены сроки этой вакцинации. Для ряда предприятий, для города Якутска и Мегино-Кангаласского улуса, соответственно, такой срок являлся 1 июня, а, соответственно, для предприятий и организаций в других районах республики являлось 1 июля. В связи с чем на решением оперативного штаба принято решение уже о начале проверок в части соблюдения работодателями требований, необходимых для вакцинирования работников на территории республики. Кроме того, исходя из обращения главы Республики Саха-Якутия, на этой неделе будет объявлен порядок, соответственно, поощрения тех граждан республики, которые пройдут вакцинирование. Необходимо обратить внимание, что поощряться будут и те, кто, соответственно, проходит вакцинирование впервые, и те, кто непосредственно начал вакцинацию в начале января, как только она была объявлена, и, возможно, всеобщей 2021 года.